Друзья, всем привет. Ох, и прокатился, как дал. Погода сегодня такая интересная, и снег, и солнышко, и морозно вроде. Но к вечеру вообще 24 будет. На реке, наверное, 27, под 30-ку. В общем, приехал на реку, ребята, стоят снасти. Двое суток без присмотра, без проверок. Вот, после крайней рыбалки оставил жерлицы, комбайны. Вот приехал забирать. Переживал, потому что по лесу, как заехал, смотрю, свежие следы, буранка идет. Ну, такие полузаметенные, возможно, вчерашние. Думаю, ну вот, блин, кто-то поехал. Дорогу-то пробили, можно ехать. Но небольшая, 500-ка. Что-то на полдороги, смотрю, развернулся, уехал. Короче, не знаю, то ли катались, то ли что. В общем, никого здесь не было. Приехал. Первая точка. 9 жерлиц. За рыбалку здесь было у нас 2 подъема вроде. Сработок нету. Жерлицы так изрядно подзамело снежком. Ну, в общем, как-то так. 2 подъема здесь было. За 2 дня ни одного подъема. И там на противоположке, смотрю, вроде тоже флажка нету. Вот, в общем, 2 дня, ребята, толку нету. Я вот хотел оставаться в ночь еще, на вторые сутки. Но видите, в принципе, можно сказать, не зря, что уехал. Ну, впереди еще, конечно, жерлицы, комбайны. Возможно, там что-то будет. А так, не знаю, снимаем. Быстренько снимаем и едем дальше. Вот. Так что как-то так. Все, поехали. Первая жерлица, ребят. Смотрите, жерлицы замерзли, атака была. Сорога обсосана, налим, скорее всего. Хулиганил. Жерлицы заняло. И, ребят, есть промерз. Соответственно, может, из-за этого флажки-то и не встали. Потому что вчера 24 было с утра. Но не критично. Это нормально, сантиметр полтора. О, карасик живой. Ну, раз живой, свободу карасям. Немножко помучиться придется. Ну, пищня есть. Если критично что-то где-то сильно,
так он нормально. Ладно, быстренько сейчас обработаю и дальше. Третья жерлица, ребят. Вроде сработки не было, а этот... Опа. Налимчик, ребят. Снулый уже. Уже снулый. Походу вчера взял. Заглотил и уснул. Первый налим на живца в этом сезоне. До этого на червя попался. Так, что у нас по жабрам? Жабры белые, ребят, да? Котам налимчика придется дать. Его можно есть. Как бы. Ничего с ним этот. Он как бы еще даже не побелел, ничего. Нормальный. По идее его можно кушать спокойно. Ну, как бы. Тут уже сами смотреть надо. А так лучше, конечно, котам. Ну вот, флажок не сработал. Так что здесь непонятно. Были атаки, не были атаки. Леска промерзла. Блин, резинки эти. Там, значит, обсосанный был. Здесь попался. Ну вот такой налим. Клюет пока. Идем дальше. Живец, ребят, живой, абсолютно весь. Ладно бы мертвый был. И плотва, и карась. Все живое. Оп. Давай, подруга, отмучилась. Все, побежала. Переехала с водоема, да? Все, последняя осталась. Первый комплект собрал, ребята. Небольшой совет новичкам, кто только начинает заниматься. Вот после того, ребят, как собрали комплект, допустим, да, вот данный жерлиц, обязательно пересчитайте флажочки, потому что бывает, что саня они вылетают, падают. Вот, и чтоб по месту уже, мало ли, если у тебя выпал, ты его подберешь. Уже по опыту, ребят, знаю. Пересчитали. Все. Все на месте, все на месте. Все, пакуем. Дома сушить, естественно. Что-то может подтвердить. Такие дела. Все, прям дальше. Ну все, ребят, тут тоже почистил 6 штук. Весь живой. Ладно, карась я вперемешку брал, потому что, ну, сорога она обычно так. А получается 3 дня вот на крючках, и хоть бы хны 3 суток. 4-й вот сегодня. То бишь, если так считать, как зарядил. В прошлый раз у нас здесь щучка небольшая попалась, когда ночевал. За 2 дня нифига. Стоит налим, еще не шеволится.
А так щука тоже в пиявках. Ну вот это вот местный пастух, который был, ты его поймал. Все. А так она стоит. Попал рядом под нос, грубо говоря, вот и зацепил. Едем на комбайны. Интересно мне, что там за 2 дня. Поехали. Лунка, ребята. Кто-то ночевал, глухарь, скорее всего. Старая уже, правда. Вот там вылет. Ну что, ребят, 5 комбайнов, ничего интересного. Солдатики стоят. Ну, видно, немножко подзагнуто, но это, скорее всего, трава, всякая вот эта разная тема. Да и когда подъезжаешь, бывает, снегоходом рыба чувствует и начинает долбить. А здесь как бы как и не было. Ну, у меня и тут и рыбалки здесь не было, потому что одна гусерка попалась. Вот. Комбайны в ночь простояли. Даже черви были на месте. А вот верхние комбайны пару езей дали. Так что там надежда. Эти собираем быстренько. Сматываем. Нет еще шевеления, ребята. Нет еще шевеления. Глухозимье на реке. Стоит, молчит рыбеха. Стоит, молчит рыбеха. Надо. У меня еще неопреновые стоят. Помогают встать. Опа. Лунки вообще не замерзли так-то, если разобраться. Все, сейчас. Первый крючок. Второй крючок. Ну, крючок обеденный. У меня тут вместо грузила гайка, ребят. Грузики закончились. Все аналогично. Вот мотовилка такой сделал. Ну, чтоб не путалось. Как бы аккуратненько все. Так. А птички уже, ребят, по-весеннему чирикать, кстати, начали. Мелкие. Уже чувствуется. Чувствуют они, что пришла весна. Приходит. Еще, конечно, не весна. Вот так вот. Все. Максимально без снега. Аккуратненько. Дома сушиться. Так, ну что, подсобрал, приехал на очередную точку. Слушайте, 3 загиба как будто точно есть.
Здесь у нас, правда, и как раз и подъездики и клювали. Вот. Не знаю, посмотрим. Ну прям 3 загнуто, хорошо. Так, ну что, вот первые береговые. На них и были поклевки тут раз. Там уже середина, уже течение, грязь. Короче, там уже, ребят, нифига не надо, короче, ставить в центр всего берега. В принципе, нормально хватает. Лунки, класс, не замерзли. Что-то не могу понять, нет как будто рыбы. Все пусто. Ну, видите, что загибы были. Крючки, смотрите, ребята, объедены прям насквозь. Прям пустые. Следующий. Вот тот хорошо прям загнутый. Ну, так-то не клювает. Клювал бы. Ох, тут подхватило маленько. Нормально, ребята. Че, поклюешь? Что-то не хочешь клювать, ребята. Опа. Трава, скорее всего, забила, ну. Ух, нифига. Грозди. Вот томи загибы. Крючки, наверное, пустые. Ну да. Естественно. 3 крючка, ребят, смотрите. Червей просто нету, блин. Ну тут прям хорошо загнуло. Тут или какая-то грязь, ребята, или рыба сидит. Потому что по-другому никак. Эти кивки жесткие. По идее, если они загнуты, то какая-то рыбка. Клюет, да? Вроде клюет. Или показалось. Слушайте, ну тяжесть такая приличная. Есть кто-то, да. На последнем, как обычно. Ну тут ези. В прошлый раз тоже тут попались они. Точка езевая. Тут надо разбуриваться, на комбайне рыбачить. Можно езя ловить. То, что пустые крючки, возможно, сходы, ребят, потому что сколько времени тут сидела рыба, она не в заглот берет, чисто за губу. Соответственно, как бы надо рыбачить, в общем, находиться как минимум сутки, но не двое. Вот там, возможно, рыба сидела. Изи, короче, мелкие, правда. Так, ну что, еще одна точка, друзья, почищена. Что-то холодать начало резко так, блин. Ну, к вечеру 24, уже 25. Он чувствуется. Один подъездик. Ну, я тут первый раз поставил, но точку нашел. Точка интересная. Здесь можно, да, вот именно в этом диапазоне попробовать. Полив большой. Позаниматься здесь можно. Нельзя половить. Займемся по-любому. Так, у нас последняя точка, ребят, жерлицы. Не знаю, попадется, нет, на жареху что-то. Ну, в прошлую рыбалку взяли там трофея. Щука 4 килограмма. Так что поехали, дай бог, как говорится. Ну, видите, бессмысленно вот так оставлять снасти. Думаю, что там день-два там у тебя там не грязь, как бы
проще приехать, разбуриться, переночевать, отрыбачить. Если остаешься, переставляться, смещаться, в общем так. То, что они стоят, как бы, видно, что рыба молчит, не ходит. Рано еще, рано. Начало февраля. Как минимум пару недель надо еще. Все, ехали. Ну что, ребят, 2 загара стоит, но чудо не свершилось. А проезжал, вымотки полной нету. Соответственно, до холостые поклевки. Но мы сюда еще вернемся, на это место. Она еще покажет весной. 100%. Ну что, собираю быстренько. Да и что сиськи мять. Попылим до дому. Такие дела. Кстати, сработка, ребят, на ту железу, на которую поймали трофея, щуку. Да, она и есть. Ну и получается вон там дальше следующий. Здесь явно унки не замерзли, потому что чашки большие с утеплителем, да и снега много. Ну, помотала, смотрите, чуть по чуть. И что тут у нас? Ух ты, живца нету. Хрена себе. Девки пляшут по 4 штуки в ряд. Живца с кого не сделал. Как это? Непонятно. Дорога промерзла, хоть и вода выходила. Сейчас дорога это до весны, если на ней кататься. Ну тоже помотала. Так. И все выплюнула. Возможно, налим чудит мелкий. О, есть что ли кто-то? Не могу понять. Да нет, никого. Показалось просто. Ну да, хорошо помотала. Нет, щука мелкая. Дырочки как будто присутствуют. Ну и вот. Ну и ладушки, что потом, как говорится. Хорошо в тайге, ребята. Начинается движуха вот эта. Хмурая вот эта пора уже заканчивается. Да, метели, конечно. Сейчас. Ну, без них тоже никуда, как говорится. Все, ребят. Смотал снасти. Ну, вот все сами видите. Ничего интересного. Я бы сказал 0. Даже на жареху не поймали. Не, ну, для меня это очень важно, ребят. Для меня нужно понятие, понимание. Потому что мне никто не позвонит и скажет: Андрюха, езжай. Пошла движуха, даже связь пролавливает. Здесь связи нету. Очень-очень плохо ловит местами. Вот, и не скажет: вот там-то, там-то. Все равно сам все ищешь, пробиваешь. Кто бы что ни говорил там, когда местные бывают, говорят, что вот, показываешь рыбу, там места. Какие места, ребята? Успокой свое блатное сердце. Я на этих местах именно сам пробивался, сам искал, сам ищу.
как бы мне еще кто-то слово может сказать, что я здесь кому-то что-то показываю. Да и что показывать-то было? Рыбалки постоянно трудовые. Ну вот бывает бонусами фартит, как бы, ну это нормально, понятное дело. Сегодня вот так, завтра вот так. Погода, давление, это все очень сильно влияет. Ну и плюс сейчас такое время. Сейчас что-то как-то где-то отловиться там прям, ну, тяжко. Ну, повезло вот мне в прошлый раз. Возле деревни мне тоже повезло. Я считаю, это просто фарт небольшой. Вот, как бы. Ну, вот оно как бы то и есть, что надо постоянно двигаться, искать, пробовать. И тогда что-то будет получаться, будет какое-то понимание, будет смысл всем в этом. Я понял, что еще рановато. Налим это 100% еще не шевелится. Белая рыба вот тоже местами. Поворот комбайны стоят, поворот комбайны клюют. Вот видите, опять же нужно искать. Вот новое местечко. Будем его разрабатывать дальше. Вот. Ну и в общем так, щука. Тоже вот в прошлый раз щука огромная, вся в пиявках. Она стоит, еще не двигается. Вот, в общем, ребят, как-то ну так. Ну, я знаю, что многим охота подавать рыбу там, плюс-минус. Я понимаю, что, конечно, интересно смотреть, когда какие-то уловы, приловы, но здесь ничего не сделать, ребят. Ну, никак. По-другому никак. И это понятно, что сейчас, в принципе, как бы еще и рано. Но ездить все равно нужно. Проверять, смотреть. Потому что каждый год все по-разному. Вот может он сейчас раньше начать клювать, а ты как бы ждешь прошлогодние, да, рыбалки, сравнение какое-то. Нет. Вот именно что нет, ребят. Если раньше там лохматые, там 80-е, да, там, ну, зима настоящая везде. Сейчас всех завалило, морозы, все ух, ах, ох, а что охоть-то, ребят, это нормально, это зима. Там ту же Москва, да, ну просто привыкли, что уже в январе там ходите в курточках там и так далее. Снега нету. Раньше в Москве крещенские морозы под 40 стояли. Это нормально было. И как бы и было все стабильно, то бишь. На Пасху, значит, там режем свинью, там на 8 марта начинаем там налимы там рыбачить, да, как бы, ну, плюс-минус в одно и то же время. Там в конце августа белые грибы начинаются там. Вот. Там первый лед там в ноябре, в октябре даже в конце. До апреля на льду еще. Вот. Половодье там, ледоход там. Ну, это вот было так. А сейчас, ребята, видите, какие качели. Соответственно, рыба тоже дуркует, не понимает. И вот что и получается неразбериха. И приугадать, вот как бы каким-то, сравнивать какими-то с прошлогодними рыбалками. Там, ну, я веду свой канал, мне, в принципе, даже бывает интересно посмотреть первый выход по налиму. То бишь я смотрю публикацию, когда дата там, да, вот, ну, как бы фотографии в облаке там. Вот, и уже как-то, ого, там, в прошлом году вот так было, а в этом году вот так. И вот, как бы сейчас вот ждем, допустим, начала движения налима, а вот он тоже дуром пойдет. Вот ты можешь это просто пропустить все. И вот как-то вот, ну, что-то типа такое, ребят, хочу вам донести. Ну, не повезло в этот раз, повезет в следующий раз, правильно? Не знаю, ребят. Впереди экспедиция, сразу немножко накидаю, наметаю, так скажем. Ну, с треской, это то же самое, пресноводная треска налим, да? Вот. Кто-то сравнивает его с самом. Нет, ребят, это совсем другая рыба. Семейство тресковых. Вот. И поедем тоже за налимом, только за маленьким. Семейство трескового, Навага, ребята. И собираюсь пацанам, друзьям своим в Архангельск на Белое море за Навагой, как и в прошлом году была у нас поездка. Мне очень понравилось. На самом деле очень интересно наблюдать вот эти, как уход воды, приход воды. Очень много людей занимается такой рыбалкой. Большой город на льду. В целом, может, она и не интересна, потому что сидишь, вот ее долбишь там, да, вот когда она идет, то ты одну за одной там
Но она, ребят, очень вкусная. И в плане вот съездить так на 4-5 деньков, подловить вот этой наваги и привезти домой. И в периодичности в какое-то время поджаривать пару сковородочек на ужин. Это очень-очень вкусно, ребят. На самом деле. Кто не пробовал, вот, я прям найдите, купите, как бы. Это очень вкусно. Очень вкусно. Я налима очень уважаю. Это самая вкусная рыба для меня. Вот. Потому что судака у нас нету. Ну, он есть, его редкость. И то так бывает, за год там одного как-то дуром поймают. То на фидер, то еще на что-то. Ну, да, очень вкусная рыба, я не спорю. Ну, все с детства, ребят, на налиме были. И как бы если раньше не считалось там какой-то там драгоценной рыбой, налим, долбили этого налима на Енисее, что прокармливались, я не знаю, там военные в свое время, да, вот. Налим кормились, налим, как сказать, народ очень много спас в свое время. И как бы он приедался, его собак кормили там, ну, плюс-минус, а для меня сейчас свежий налим, ребят, это просто нечто, я не знаю. Вот прям взять жареную щуку и жареный налим, это ни с чем не сравнить. Ладно, ребят, заговорился. Поеду потихонечку, помаленечку, наблюдая красоту. В периодичности, ребят, когда занимаешься такими делами, надо еще наблюдать красоту, которая тебя окружает. Я очень живу в красивых местах, на самом деле. Да, Республика Коми, север, он богат рыбалкой, по идее. Но я живу на самом юге, и у нас вот здесь как-то ни два, ни полтора, в общем. Но я все равно стараюсь, что-то ищу, как-то что-то бывает получается. Вот, и, ну, естественно, как бы делюсь с вами. По поводу, опять же, очередной поездки, когда приезжаешь с какой-то экспедиции, ну, начинают люди писать комментарии, а почему не сказал, что туда едешь? Я потому что рядом живу, проживаю, я бы там подъехал, мы бы свиделись там и так далее. И когда бывает на поезде очень много городов проезжают, там, да, остановок, почему не говоришь? Ну, ребят, видео не выходит не онлайн, сами понимаете, это все потом. Надо съездить, отрыбачить, приехать домой. Как бы сразу за компьютер тоже не сунешься, дела какие-то. Потом потихоньку, помаленьку, я обычно ночью сижу, вот монтирую, чтобы спокойно, в тишине. Это уже проходит большое расстояние, большое времени, что, вот, допустим, вы пишете и говорите, а что не сказал, там я бы подъехал. Для этого, ребят, телеграм-канал. Вот. Как я, многие, может, не помнят или не знают, у меня был взломан он, создал новый. Соответственно, у кого есть старый, эта ссылка не рабочая, ребят. Ссылочку я вам оставлю. Там все как-то в онлайне. Все прям с рыбалок непосредственно. Кому, конечно, интересно. Я никого, конечно, там не заставляю там прям идти. Там в основном все, которые на близкой руке, фанаты, так скажем. Вот. Ну, в общем, все простые, все адекватные люди. Все, ребят, давайте. Всех обнял, приподнял, покружил, похрустел, поставил на место, как говорится. Увидимся. Увидимся на очередной рыбалочке. Возможно, даже еще сюда съезжу. Едут ребята у меня знакомые, друзья. Без таких всяких серьезных заездов, там без палаток. Вот. У них здесь дача в селе, в которой прохожу. Вот. Возможно, там с ними как-то переночуюсь. Охота с ними тоже пообщаться. Вот. Может, кину пару желез, пару комбайнов, так. В общем, покататься, может, что-то такое тут, подвигаться, не знаю. В общем, ну, пока такие планы. Все. Малиновая лада. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда
Прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки, и на лимне клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки, и на лимне клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте. От забот и огней я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей.